Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск сегодня». За режиссерским пультом Марина Вгородова и Николай Слепцов, у микрофона ведущая Саргалана Антонова. Как вы знаете, дорогие друзья, поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций является одним из долгосрочных приоритетов государственной политики Российской Федерации. Что касается нашего региона, то сегодня в Якутии зарегистрировано около 2500 некоммерческих организаций. Одним из региональных инструментов для развития гражданского общества является проведение конкурса грантов главы республики. Так, в уходящем году, с учетом софинансирования фонда президентских грантов, сумма регионального конкурса составила более 97 миллионов рублей. Итак, какая работа была проведена получателями грантов? Каков результат работы этих проектов? И какие новые возможности они открыли для себя, реализуя свои задумки? Как работала команда? И сегодня у нас в студии победители конкурса гранта главы Республики Саха-Якутия. Итак, это руководитель дирекции образовательных проектов, член команды проекта «Пуск» Наталья Валерьевна Федотова. Здравствуйте. Здравствуйте. Председатель Ассоциации молодых преподавателей профобразования Республики Саха-Якутия Любовь Аркадьевна Афанасьева. Добрый день. И директор ресурсного центра развития информационных технологий КУП-А Саргалана Ильинична Петрова. Приветствую вас. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах Татим Саха Радио. Там мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться к нам в студию по телефонам 32 2066 32 0066. Итак, первый вопрос я хотела бы адресовать Наталье Валерьевне. Ваш проект «Передвижной учебно-строительный комбинат «Пуск» выиграл грант главы Якутии. Расскажите, пожалуйста, вообще, как задумывался проект и почему возникла вот такая идея создать именно такой комбинат? Так, идея возникла в основном 4 декабря 2020 года. Идея в основном была молодежного правительства Республики Саха-Якутия, где они пришли, рассказали об этом проекте, можно ли организовать. Наш центр сперва посмотрел актуализированный список, именно какие профессии нужны для отрасли нашей республики. И также мы рассмотрели, что, как видно, что в мае и в апреле 2020 года во время пандемии строительство, можно сказать, как-то приостановилось. И в это время все строительные компании, где работали рабочие, они начали уезжать. И тут появилась идея, чтобы местные кадры нашей республики вошли в этот состав этих компаний и начали работать в этой части. Первым опробированным районом стал Горный район, где мы, можно сказать, провели работу. Это сварщики, 16 человек. Мы его сперва сделали коммерческим. Это определили, что ценовая политика по республике – это 24 тысячи за обучение, но мы его уменьшили в 3 раза, и люди оплачивали 7 тысяч за обучение. То есть чисто символическую. Да, символическую часть. И здесь мы охватили именно население Горного Улуса в том плане, чтобы посмотреть, какие вообще востребованные перспективные профессии идут. И здесь в основном вот именно эта профессия была реализована. А почему был выбран именно Горный район и вообще с кем вы начинали работу? Прежде всего, наверное, с местной администрацией. Да, почему Горный район? Потому что мы, когда смотрели на нашу республику, в Горном районе нет именно колледжа и техникума. Горный вышел именно инициативой о том, что хотят именно как бы создать учебный центр по рабочим профессиям для своего населения. Вот с этим посылом мы на них вышли, и они на нас вышли. И здесь мы рассматривались как бы в тандеме. Работали это наши колледжи, техникум, это индустриально-педагогический колледж, это строительные компании, это Союз Инвест, который нам очень помог. Плюс также плюс еще строительная компания «Агдезия». Также мы знаем, что по нацпроектам были
несколько запусков. Это постройка благоустроенных домов, плюс это по образованию, это постройка школ и детских садов. По этой части мы взяли именно вот эту часть, как бы убили, ну, не убили, можно сказать, посмотрели как бы образование, это строительство, и также, чтобы люди получили профессию. Хорошо. А как шла вот дальнейшая работа по ходу реализации проекта? Наверное, выявились новые нюансы, и у вас возникла мысль развить вот этот проект не только в Горном, но и в других районах нашей республики. Получается, в 2021 году мы летом начали актуализировать весь список тех районов, которые могут выехать передвижной учебно-строительный комбинат в виде автобуса. Взяли конкретно это Горный еще раз, второй раз, так как это был экспериментальный, также Амгинский и Усалданский. Также рассмотрели, какие конкретно востребованные профессии по строительной части. Это были каменщик, бетонщик и также сварщики, потому что они всегда нужны. И было определено количество участников, именно безработная, незанятая молодежь до 35 лет в количестве 100 человек, и распределили по квотам по каждому району. И также проведение профориентационных мероприятий для детей, школьников 9 по 11 классов. Мы охват до 300 детей по каждому району. То есть начало было положено в Горном районе, дальше как шло движение? Получается, тоже Горный, это Усалданский, Амгинский. Хорошо. Вот по ходу реализации проекта с какими предприятиями, организациями вы работали? Естественно, что это была служба занятости, да? Да, конечно. Можно сказать, первая часть – это Министерство образования, где мы конкретно смотрели на профессии. Это партнеры наши колледжи техникумы, это Намский техникум, индустриально-педагогический техникум, и также включился еще транспортный техникум. Также партнерами были у нас строительные компании. Это в каждом районе своя строительная компания, так как слушатели проходили производственную учебную практику на стройплощадках этих компаний. Это Союз Инвест, это Гарант Регион, это Русстрой и так далее. Также мы работали со специалистами в администрации каждого района. Это специалисты молодежной политики, они были кураторами, и центр занятости каждого района. Получается, это была тандемная, очень большая команда по этой части. И главная задача проекта, насколько вот я информирована, это не только обучить, но и трудоустроить граждан. И это ведь очень большое, объемное, мне кажется, задание. Вообще, как шло выполнение вот такой амбициозной задачи? Да, выполнение насчет трудоустройства, можно сказать, что мы по данным почти 70% трудоустроили. Если по каждому району посмотреть, это охват из 32 горного района, это 23 уже трудоустроены в разные предприятия, плюс еще строительные компании. Если взять Усалданский, где более 15 человек из 34 было трудоустроено, и Амгинский это более 16, да, это были тоже трудоустроены. Также мы охватили детей, по каждому району это 100 детей, конкретно профориентационная работа, по какой профессии могут выбрать ребенок именно то или иное заведение и выбор профессии. Вот вы говорите передвижной учебно-строительный комбинат, да? Вот что он представляет собой? Что это за технология? Есть ли какие-то аналоги, может быть? Да, конечно, аналоги есть. Также есть мобильные такие, можно сказать, транспорты. Но в чем наша суть была? Да? Это он был укомплектован в виде материалов, которые нужны именно по тем профессиям, которые были выборочные. Но помимо того, мы выходили на строительные компании, так как мы песок и воду мы же не повезем, поэтому
входили ситуации, чтобы строительные компании нам предоставили часть материалов мы сами везли на свои, получается, в мобильном передвижном транспорте. Угу. Ну и, конечно же, хотелось бы знать об отзывах тех, кто прошел обучение, и вообще, что думает местное население вот, об организации такого обучения. Ну, получается, здесь в чем был посыл, да? Это не выезжая из своего населенного пункта, пройти обучение и получить профессию. Угу. Это было конкретно, чтобы любая молодежь получила рабочую профессию и трудоустроилась именно в ту компанию, которую он хочет. В этой части отзывы очень хорошие. Это первая часть, теоретическая часть прошла на нашей цифровой платформе в виде онлайн-обучения. Вторая часть – это учебная производственная практика на стройплощадках уже с мастерами производственного обучения и также с наставниками, которые были предоставлены строительными компаниями. Здесь конкретно реальные практические умения именно той профессии, которую они выбрали. Что вы хотите сказать по завершении этого проекта? Я знаю, что в этом году он уже завершен, да? Наверное, у вас какие-то мысли, задумки появились? Да, конечно, ну, можно сказать, были проблемные ситуации. Эти проблемы мы конкретно будем конкретизировать, но следующий год, 2023, мы уже будем охвачивать всю республику и также арктические районы. Но здесь мы рассматриваем уже не направление строительства, а направление будет расширяться. Значит, это будет сфера услуг, это будет информационная технология, это будет сельское хозяйство, это промышленность и так далее. В зависимости от специфики района и от потребностей населения. Потому что не во всех граждане желают именно ту профессию, а именно желают ту профессию, которая им нужна сейчас. Хорошо. И на какие средства вы задумываете вот все то, о чем рассказывали? Да, мы, получается, в октябре подали еще раз грантовую заявку на грант президентских проектов. Ждем в январе, какой будет у нас, пройдем ли мы по конкурсу. Также здесь у нас охват идет на 1000 граждан по разным отраслям, и также работа со строительными компаниями, и также с нашими партнерами. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. У нас сегодня в гостях получатели грантов главы Республики Саха-Якутия. И мы говорим о том, какая работа была проведена в течение года, каков результат их работы по защищенным проектам, какие новые возможности они открыли для себя, реализуя свои задумки. Дорогие друзья, наша программа одновременно выходит на телевизионном канале НВК Саха и на волнах Тетим Саха-радио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 2066 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, Любовь Аркадьевна, вы представляете у нас Ассоциацию молодых преподавателей профобразования нашей республики, да? Расскажите, пожалуйста, немного о своей ассоциации, да, когда она возникла, какова ее основная цель и численность, сколько преподавателей у нас состоит в вашей ассоциации? Да, для ознакомления самого движения вообще зародилось по итогам не проекта, а такого конкурса, как «Педагогические Альпы». Это было в транспортном техникуме Мегино-Кангвасского района в Нижнем Бестяхе. И год был 2014 год. И там тогда первым председателем был Хабаров Владислав Гаврилович, директор как раз Центра опережающей профессиональной подготовки. И там возникла идея консолидировать, собрать всех молодых специалистов и уже начинать их развивать и готовить, скажем, к управленческим должностям, можно сказать, да, и вообще чтобы продвинуть саму систему профобразования в целом вообще по республике. Потом оно немножко работали и немножко затихли, скажем, да,
ну, по-другому не скажу. И вот в 2020 году началось новое движение, и вот там как раз была пандемия, и я помню, что вот Антонова Галина Александровна, она вот, ну, председателем стала она, и там проводили все наши совещания посредством ВКС Зуме. Там же провели наше голосование, там же принимали наш устав. И вот с 2021 года активно начали вот нашу работу, когда вот более-менее эти, ну, скажем, запреты сняли, и мы провели мероприятия, уже вот разделили по зонам наших колледжей и техникумов, и уже провели, вот, консолидируя их для центральной зоны, для заречной зоны, для южной зоны. Не успели, ну, не то, что не успели, не получилось немножко вот именно в живом плане, да, вот северной зоной, самый труднодоступный и дорогостоящий, да, и при помощи вот этих мероприятий мы уже начали собирать свою команду. И уже вот в этом году, в апреле, в Вилюйске провели деловую игру, кадровый резерв колледж будущего. Там уже, опять же, собрали всех почти молодых специалистов со всех колледжей. И там избрали нового председателя. Сейчас уже эту такую почетную должность несу я. Самая очень ответственная такая должность. И скажу, что... Ну, очень горжусь тем фактом, что с каждого почти колледжа у нас есть представители, и нас сейчас более 40 человек в команде. Есть свой президиум, 22 человека, то есть самые такие основные и системодержащие, скажем, люди. Ну и тоже проводим вот свои мероприятия, самые ключевые, которые, если подчеркнуть, вот проводили туристический слет с приглашением, опять же, вот всех, более 70 человек приехали, ну, якутские проводили. Также, ну, вот, если по грантам пройтись, да, вот в этом году выиграли педагогический акселератор «Профтим» по вот продвижению кадров. Если вот до этого мы вот проводили, вот когда по зонам разделялись для лидерских, управленческих навыков, то вот данный проект, он уже для методических компетенций было. И, я знаю, что ваш проект состоит из 3 этапов. Это методическая игра, стажировка и реализация кейсов, да? Да. Вообще, что это за проект? Расскажите о нем, пожалуйста. Да, что вот вы закладывали? Разделили, да, вот на несколько этапов. Первый этап – это была деловая игра, да, вот подготовка методических именно кейсов, именно по профориентационному направлению и по воспитательному направлению. Участников было всего 40 человек, и мы уже опять использовали разные форматы, ну, имеется в виду дистанционное участие тоже было, и очное участие тоже было. Само мероприятие было проведено на базе Черепчинского аграрно-технического колледжа, то есть на 2 автобусах прям всей командой выехали в Черепчу, в жару, во время ремонта дорог, и там уже, как нам признались уже наши участники, вспомнили студенческие времена, бессонные ночи, там бесконечная работа, как будто это была подготовка перед дипломной работой, когда вот весна сидишь и на последних минутах готовишь вот презентацию своей работы и защищаешь. И третья часть – это стажировка. Победители данного конкурса, они провели вот стажировочные мероприятия в Казани, в Москве, посетили вот Иннополис, Сколково, Казанский педагогический колледж. Вот по 4 колледжа в Казани было, 3, по-моему, колледжа вот в Москве, и в том числе вот Сколково и Иннополис. Вот такие вот мы вот посредством гранта оплатили вот проезд, там оплату, все это было включено. Очень здорово, вообще, когда да. вот молодые преподаватели действительно выезжают и могут видеть, как на местах проводится вот эта научная работа, да. Иннополис – это в Казани это же, в да? Казани. Аналог нашего Сколково. Да. Какие впечатления вообще остались у тех, кто вот съездил в эти стажировки? Я думаю, что они получили для себя очень большую, бесценный опыт, большую часть. Ну, у них глаза уже по-другому горят, как они признаются. Это, вот, то, что вот они у себя здесь работают в колледжах, и то, что там это... У них была такая отличная возможность, как сравнить. И в некоторых моментах, как они отмечают, у нас в некоторых моментах лучше, чем вот в центральных, да, районах. Но Иннополис и Сколково – это, конечно, флагманы, это лидеры.
и у них уже вот, участие, скажем, у тех, у кого проект более, скажем, подходит по данному направлению, у них уже мысли другие появились, и уже вот как-то идеи, проекты вот прям горят глазами, прям нетерпение ждут, когда уже вот другие проекты. У нас уже есть другие идеи. Сейчас они пока занимаются тем, что вот свои кейсы доводят до ума, чтобы их выпустить как методическое пособие для журнала. Оно будет в открытом доступе уже для всей России. Это у нас уже в договоренности с нашим Институтом развития профобразования. Ну и какие выводы вы можете сделать вот по результатам реализации данного проекта? Есть ли желание продолжить его? Продолжить есть, потому что вот опыт как таковой имеется. Люди уже, организации наши признают и тоже вот, готовы направить своих специалистов тоже на такие же стажировки, уже видят же, да. И мы тоже не стоим на месте, не только вот республика остановится, да, вот именно направлять на такие вот масштабные площадки, чтобы была, скажем, сетевая система, возможно, не только что внутри республики сетевой программы обменивались вообще по всей России. Это будет вообще колоссальный опыт. Вообще, что дает победа в конкурсе грантов для некоммерческих организаций? Я думаю, что уверенность больше, да, и в том, что вот когда у тебя для продвижения своих идей и в общем, вот мероприятий у тебя есть финансовая, скажем, поддержка, и которая вот благодаря своему уму, скажем, да, вот то, что вот прошли конкурс, у тебя финансовая поддержка, в этом вообще уверенность полная появляется, и желание еще больше развить, еще больше как бы принимать участие и побеждать, и по своим опытам побудить остальных, чтобы они продвинулись за тобой. То есть появляется большой стимул для того, чтобы объединиться, объединить свои силы, умения, навыки, для того, чтобы познакомиться с опытом, да? Преподавания даже. Конечно. В других регионах нашей страны, посмотреть, как живут там люди, как живут те же преподаватели. Да, да, особенно это полезно для молодых специалистов, которые вот только устроились. Молодые специалисты — это у нас те, которые меньше 3 лет, только устроились на работу, а для них это все новое. Или вот придут, например, после окончания там университета либо колледжа, да, и все вот прям через себя вот пропускают. И когда вот сразу вот новеньких таких запускаешь на такие масштабные проекты, у нас такие среди победителей таких и были, которые вот новенькие, да, они вообще там уверились, и как кто-то там признался, даже свои там календарные тематические планы, программу обучения там поменяли, уже по-другому смотрят на свои, вот даже на сайт своей образовательной организации, там что-то надо добавить, какие-то, оказывается, упущения есть, надо вот так добавить. И таким образом там по-тихому, где-то по-громкому меняются и развиваются вот колледжи. Это очень отрадно замечать, конечно. Но мы знаем, что 2023 год у нас объявлен президентом страны Владимиром Путиным годом педагога, наставника. И хотелось бы знать, какие планы вообще вот у вашей ассоциации на предстоящий год. Да, год педагога и наставника, самый наш, скажем, год такой, да. Мы проведем различного рода конкурсы, да, и вот в конце, предложила для колледжей, да, подготовить в течение года учебного, скажем, не учебного календарного года, с января до октября, скажем, да, подготовить своих кадров, своих молодых специалистов, можно даже не только молодых, да, но упор сделаем на молодых. И в ноябре планируем конкурс наставников сделать к году педагога и наставника, и там уже определим, можем даже по уровням разбить среди молодых специалистов, кто лучший наставник, среди вот опытных самый вот наставников, скажем, да, вот такой конкурс сделаем. И попробуем вот этот конкурс тоже где-то как-то, если не предложить, то как-то упаковать, чтобы тоже финансовая поддержка была. Хорошо, вот когда готовились к конкурсу, да, президентских грантов, то что было для вас самым сложным? Вот какие-то советы вы можете дать тем, кто, например, хочет участвовать в различных конкурсах для некоммерческих организаций? Да, когда вот упаковывается пакет, самый первый совет — не тяните до последнего, потому что обычно бывает так, что вот сроки смотришь, а когда завершается срок принятия документов, там, через 2-3 дня, тут уже аврал, тут уже прям ночами сидишь и
как там было. Но если вот более-менее там цели, там количественные или качественные показатели еще более-менее можно быстро вот так нарисовать, скажем, да, вот придумать и быстро напечатать, то ну, для меня лично, например, вот финансовая часть и календарная часть, она более самая муторная. Над ней надо сидеть, сверять и проверять и просчитать, потому что иначе вот неправильно просчитаешь финансовую часть, а на мероприятии у тебя может не хватить. Это будет немножко, ну, неудобно. Поэтому, перекосы могут, да, случиться? перекосы могут быть. Поэтому лучше рассчитать, ну или хотя бы запланировать как-то заранее, на бумажке писать, чтобы все это копить и чтобы все это просто переписать. А то бывает так, что вот особенно вот последние дни, если при загрузке данных система слетает, сайт приостанавливается или еще что-то, ну, чтобы таких помех не было, лучше сразу заранее вот копить, хотя бы в письменном виде. Хорошо. Дорогие друзья, сейчас мы снова прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. И я напомню, что сегодня у нас в студии победители конкурса на гранты главы Республики Саха-Якутия. И сегодня они рассказывают, как прошел этот год для них, о результатах своей деятельности. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня у нас в студии прямого эфира получатели грантов главы Республики Саха-Якутия. И мы говорим о том, какая работа была проведена получателями грантов, каков результат их работы по завершению и какие новые возможности они открыли для себя, реализуя свои задумки. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах Тетим Саха Радиота. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 2066, 32 11 66. Ну что же, еще один проект. Тоже победитель конкурса грантов главы Якутии на развитие гражданского общества. Это у вас был конкурс инновационных технологических проектов про стартап для молодежи сельской местности и малых городов республики. И наш следующий собеседник, директор ресурсного центра развития информационных технологий КУП-А Саргалана Ильинична Петрова. Расскажите, пожалуйста, немного про ваш ресурсный центр, как давно он работает и на что он ориентирован, какого рода помощь можно у вас получить. Так, приветствую всех слушателей, поздравляю всех с наступающим годом и хотела бы ознакомить о нашем ресурсном центре. Он имеет удаленный офис, но тем не менее мы заточены на развитие сельской местности, технологического предпринимательства, информационных технологий. Мы открыты с 2020 года, февраля 2020 года. И у нас множество проектов, которые мы реализуем. И 2 проекта у нас отмечены грантами главы Республики Саха-Якутия. Один, который завершился, но все равно он идет. Это «Медиастарт», где мы именно обучали молодежь работать с медиаконтентом, привлекали журналистов, привлекали фотографов, видеографов. Они обучали молодежь, в частности, Намского района. И в рамках конкурса «Моя профессия IT» было направление MPIT Media. Эту нишу заняла наша команда и обучали MPIT-овских участников медиасопровождению их конкурсов. То есть «Моя профессия IT» — это республиканский конкурс, это республиканский проект, который уже выходит на федеральный уровень. Следующий наш проект – это вот наш конкурс инновационных проектов. Мы начали с сентября месяца. Этот проект мы разработали в коллаборации с резидентами IT-парка ООО «Ранга», которые являются выпускниками университета Сколково. И они именно обратились ко мне, они что хотят, они вот полученные знания поделиться вот с молодежью села. Таким образом у нас родился данный проект. А про стартап это вот как бы уже бренд, скажем, это который разработал бизнес-инкубатор технопарка. В рамках вот данного проекта они уже обучали молодых стартаперов, которые начали свои проекты. Давайте вот все-таки поясним, да, название про стартап. О чем оно говорит? Стартап – это вот именно
как сказать, это вот проект, бизнес-проект, который стартует резко и выходит на большой рынок, скажем так. И мы обучали молодежь села, малых городов, там и Нюрнберг был, Алдан, Мирный, да, как вот от идеи до вот бизнес-модели выйти, как питчиться перед инвесторами, как разрабатывать презентации под свои идеи. И у нас не просто было так вот вебинары, да, а у нас были именно все обучение проходило с помощью вот, по Zoom, и у нас еще были разработаны рабочие тетради. Под каждое занятие мы давали задания, которые они выполняли, и наши спикеры потом уже еще проверяли домашние задания. Как интересно. И это понравилось тем, что вот обычно слушаешь и забываешь. Или записываешь, и можно так вот... отложил в сторону, и все, да. А так тут, и лежит. И рабочую тетрадь мы давали не сразу. Задание послушали, даем одну. И таким образом у нас прошло 6 занятий, вебинаров, но они проходили по 2-3 часа. И каждый четверг мы проводили встречи с интересными людьми, бизнесменами, которые уже не только вышли на рынок вот республики, но и за ее пределами, и за пределами России. То есть они смогли уже зарекомендовать, заявить о себе. Да, и они делились своим опытом, советовали, каких ошибок надо когда стартуют свой бизнес, чтобы они не делали каких-то опрометчивых ошибок, когда начинают потом. И такие встречи дали им, скажем так, новый импульс для их идей. Но мы начали... Обычно акселерационные такие программы именно запускаются только когда они уже имеют какие-то продажи первичные. А мы, начиная идеи, мы хотим это сделать. И начали их развивать. То есть кроме намерений у ваших слушателей пока ничего не было? Да. Они начинали с нуля? Да. Мы все наши письма направили главам районов и начинали с сентября работать с главами. Так-то более 20 районов хотели, заявили, что желание участвовать в данном конкурсе, но в итоге мы получили от 11 районов 35 заявок, которые прошли обучение и вышли в финал 10 проектов. И мы пришли к такому мы не стали ограничивать возрастных никаких ограничений не принимали, просто начинали, подавали семиклассники, подавали пенсионеры, скажем так. Да? То есть очень большой разброс был. Да, и просто посмотреть, кто чем болеет, у кого какие идеи. И разброс такой возрастной получился, разброс географически получился, да, с Верхоянска давали заявки, с Якутска давали заявки, с Мирного, и проекты все интересные. Есть, которые даже разработанные, уже имеют прототип, которых можно потрогать, посмотреть, как это все двигается, как это все работает. Но, к сожалению, не все дошли до финала. Конкурс есть конкурс. Да, и вышло так, что в основном вышли школьники. И мы, как молодые, более продвинутые. Когда анализировали, это, видимо, из-за того, что мы образовательный курс проводили по Zoom, и дети уже более привычно работают, и домашние задания, опять-таки, они привычно делают, да, а взрослые между работой они слушают, но домашние задания не делают. Не все делают, но не все делали. И в итоге вышло, как вышло. Но нас приятно удивили дети, у них проекты не детские. У них например, победительница конкурса, да, это Юлиана Степанова, город Мирный, у нее разработка солнечного коллектора на базе Ван Блэк, она такая, Эванта Блэк, она, как сказать, это генератор, который солнечной энергией, она обогревает здание, допустим. Она уже испытательные какие-то провела в теплице свой проект. И жюри была очень даже достойной.
скажем так, это вот самые такие инновационные наши представители. Тут, министр Анатолий Скалонович председателем жюри, директор технопарка Петр Гавышев, генеральный директор венчурной компании Якутии и Фонда развития инноваций Василий Ефимов. Вот такие люди у нас были в составе оценивали жюри. работы. Да, оценивали работы. И, конечно, все были приятно удивлены, что у нас такие яркие дети. Второе место заняла команда Татинского IT-центра. Как мы знаем, уже у нас 18 IT-центров. Это согласно указу главы нашей республики, в каждом районе должны открываться IT-центры. Вот уже наши IT-центры выдают плоды свои. Да? Мирнинский проект, это детский, тоже плод, скажем, работы Мирнинского IT-центра. Второе место – Татинский IT-центр. Они разработали мобильное приложение Аянберс, который именно по развитию туризма в республике. Третье место – это вот Кервин Надык, это тоже семиклассник города Мирного, разработал умную трость для слабовидящих и слепых, которые, он в разы свою разработку по стоимости, если там, грубо говоря... Удешевил, да? Да, удешевил. Такая трость, допустим, около 100 тысяч стоит, его разработка стоит, по-моему, где-то в районе 4-5 тысяч. Интересные проекты. И был такая номинация «Народный выбор», где победил молодой человек из Намского района. У него разработка сальников, бренд якутской парфюмерии. Даже есть у нас, который занимается парфюмерией. Он получил право выставить свой проект на краундфандинговую платформу венчурной компании «Якутия». А на самом деле на эту платформу проходит отбор, конкурс, а он вне конкурса будет. Как здорово. И будет собирать такой народные деньги тоже на реализацию своего проекта. Следующий у нас номинант, прямо там же, тоже представитель Мирнинского района, Дмитриев Тихон, по-моему, его зовут, представил проект «Цифровой двойник» на производстве алмазодобычи. Этот проект прямо же там же, руководство Алроса позвонили, сказали, есть такой проект, который заинтересовал, и он получит в феврале спецприз от венчурной компании «Якутия». Я думаю, что это и есть самый главный итог всех ваших проектов, о которых мы сегодня говорили. Да, дорогие друзья, позвольте поздравить вас с наступающими праздниками и поблагодарить за участие в нашей программе. Дорогие друзья, это была программа «Якутск сегодня». Ее подготовила и провела редактор Саргалана Антонова. Сегодня мы говорили о результатах проектов, которые победили в конкурсе грантов главы Республики Саха-Якутия. Всего вам доброго. До свидания.